Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Историческое событие. Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта Сухум. ЖД-сообщение восстановлено. Специалисты АЖД завершают расчистку железнодорожного полотна в Гагарском районе, пострадавшего из-за стихии 14 июня. Священный долг. В республике проходит призыв на военную службу. Историческое событие для Абхазии. Подписано соглашение о реконструкции аэропорта Сухум. Подписание документа прошло в рамках Питерского международного экономического форума. Восстановить аэропорт планируют к следующему году. Соглашение подписали вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узгана и министр экономического развития России Максим Решетников. Все подробности в материале наших коллег из Первого канала. Подписывается соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Ардзинба. Пожалуйста, обменяйтесь папками. Поздравляем участников с подписанием соглашения. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора стоимость первого этапа реконструкции Сухумского аэропорта составит 6,5 миллиардов рублей. Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит более 375 тысяч пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижению отметки в 1 миллион пассажиров в год. Кристина Узгана и Максим Решетников после подписания документа рассказали об его значимости. Соглашение такое достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там и реконструкция взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала будет проводиться за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета. Что абхазская сторона возьмет на себя определенные гарантии, в том числе по подведению энергетической инфраструктуры, по решению земельных вопросов. Вот, что Российская Федерация со своей стороны даст определенные гарантии в том случае, если у инвестора возникнут какие-то вопросы по взаимодействию с абхазской стороной. Есть какие-то конкретные сроки, когда уже запустит этот аэропорт, какие самолеты он сможет принимать и откуда? Я тороплюсь, я понимаю, да? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы все это было мгновенно. Вот, это можно сделать в достаточно сжатые сроки. Мы сейчас будем проводить конкурс. Я думаю, что сроки будут в том числе и предметом как раз рассмотрения конкурсных заявок. Но надо отметить, что в целом взлетно-посадочная полоса в неплохом состоянии, есть обследование, потребуются определенные там участки реконструировать. Вот. Ну, конечно, потребуется терминал новый, современный, потребуется новое светосигнальное оборудование, сопровождение и так далее. В общем, все это четко прописано в соглашении в виде обязательств, что инвестор, что абхазская сторона, что российская сторона. Сегодня состоялось историческое событие для Республики Абхазия. Аэропорт Сухум практически не функционирует 30 лет. Для нас это действительно очень важно политическое, историческое и, безусловно, экономическое событие. Запуск аэропорта города Сухум, безусловно, будет стимулировать развитие экономики Республики Абхазия, повысить транспорт, доступность для туристов, приезжающих из Российской Федерации, посетить Республику Абхазия и, безусловно, расширить возможности развития Абхазии в международных транспортных рейсах. Сегодня, мне кажется, является очень актуальным условием изменения экономической системы. Как сказал Максим Геннадьевич, действительно, Межправ соглашение предусматривает порядок и условия реализации проекта, а главное – обязательства сторон. И здесь, в частности, Республика Абхазия для инвестора, который будет реализовывать данный проект, предоставляться особый инвестиционный режим. Мы, конечно, идем на это решение сознательно, потому что для нас это, безусловно, очень важное решение. Была проделана колоссальная работа, и я хочу передать вам слова благодарности Чанджане, всех нас за такой большой вклад в развитие этого проекта. Это была командная работа. Большая благодарность Александру Алексеевичу Новаку и всем
исправленным органам исполнительной власти российской стороны, которые были задействованы в этом проекте. Спасибо вам большое. Подписание соглашения между Абхазией и Россией о реконструкции Сухумского аэропорта нашло отражение и в материалах наших коллег из России. Вот отрывок из подготовленного ими репортажа. Основной день форума – это еще и день больших соглашений. Сегодня между министрами экономического развития России и Абхазии была достигнута договоренность о возобновлении деятельности аэропорта Сухум. Реконструкцией полосы и здания аэровокзала будет заниматься частный инвестор. Это снизит нагрузку на автомобильный пункт пропуска. На первом этапе объем перевозок составит почти 400 тысяч пассажиров в год. В советские годы бывало и больше. Летом в сутки принимали по 5000 человек. Здесь, на берегу Сухумской бухты, когда-то даже садился советский космический корабль «Буран». Но с 1993 года аэропорт закрыт. Состоялась встреча делегации парламента Абхазии с заместителем председателя Государственной Думы России Петром Толстым, сообщает пресс-служба парламента. Петр Толстой является сопредседателем российской части межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным собранием Абхазии и Госдумой. Парламентарии обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, гармонизации законодательства, ситуации на абхазо-российской границе. АЖД завершает расчистку железнодорожного полотна в Гагарском районе. Специалисты Абхазской железной дороги и их российские коллеги уже третьи сутки устраняют последствия стихии. Чтобы выполнить поручение президента и успеть в срок, они ведут работы и днем, и ночью. Когда же будет восстановлено железнодорожное сообщение? На месте побывала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия. Несколько домов, гостиницы и республиканская трасса в Гагарском районе пострадали из-за сильного ливня 14 июня. Из-за стихии железнодорожные пути и опоры в районе села Гербешок были повреждены. На полотно высыпалось более 1500 кубов каменистого грунта. По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, за последние 30 лет разрушений таких объемов и ущерба, нанесенного Абхазской железной дороге, не было. Если бы поезд пассажирский успел бы выйти на перегон, на данный, могло бы случиться нехорошее. Мы успели вовремя, остановили в Цандрипше, и поэтому здесь движения не было. Сель сошло 8 мест. Самое большое, что представление иметь, это 4-5 метров высотой и в ширину 50-60 метров. Вот столько в одном только месте. В других местах есть 3-4 места, где полностью подмыло, где рельсы, шпалы висели в воздухе. Есть, где откос земполотна был разрушен на глубину до 3-4 метров. Вот сейчас вот такие работы ведутся. Одно из этих мест, где мы сейчас вынуждены засыпать, восстанавливать откос и земполотно. Глава государства Аслан Бжани поручил в кратчайшие сроки восстановить ЖД-сообщение. Работы здесь ведутся круглосуточно. Что касается контактной сети, уже восстановили одну из упавших опор. Заканчивают восстановление второй. Для расчистки железной дороги в Абхазию прибыл специальный поезд из России. Совместно с российскими бригадами специалисты АЖД расчищают полотно, заменяют рельсы и шпалы. У нас в плане, к концу сегодняшнего дня, ночью все работы предварительно завершить, чтобы открыть сообщение пассажирское и грузовое. А далее, мы будем дальше дорабатывать, но в окна, в отсутствие поездов, вот так вот, работы еще много, конечно. Все эти дни движение составов, следовавших из Российской Федерации, было ограничено. Поезда останавливались на ЖД-станции Цандрипш. Абхазская железная дорога организовывала трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывавших гостей до столицы. Хотелось бы выразить благодарность Министерству туризма, которое предоставило нам автобусы, МЧС. То есть тоже большую помощь оказали, администрация Гагарского района. Всю финансовую сторону взяла на себя организация Абхазская железная дорога, то есть по перевозке пассажиров, по всем текущим работам все финансировалось от Абхазской железной дороги. За эти 3 дня на 10 специальных автобусах было перевезено около 2500 человек. А уже 17 июня железнодорожное сообщение будет восстановлено, и поезда будут следовать до места назначения. Сария Кварацхелия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
Водолазы ГИМС МЧС Абхазии, сотрудники пожарно-спасательного отряда «Гагр» продолжают поиски россиянина Сергея Пройдина в водах реки Псо, сообщает пресс-служба МЧС. Пройдин бросился в реку 15 июня на глазах у сотрудников абхазской милиции примерно в 8 часов утра. Они и вызвали спасателей. К поискам подключились российские пограничники, содействован береговой катер. Поиски продолжаются уже 2 дня, но пока они не дали никаких результатов. С 1 апреля по 30 июня в республике проходит призыв на военную службу. Новобранцы уже прошли медкомиссию в районах. Годность молодых людей к службе определит республиканская призывная комиссия. Затем в учебном центре они пройдут курс молодого бойца. Уже после будут распределены по воинским частям и подразделениям. Чтобы узнать, как проходят призывы и ознакомиться с работой призывной комиссии, республиканский военкомат посетил советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа. Все подробности у Лауры Капш. Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека. Не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот, кто был солдатом. В армии призывник проходит не только суровую школу жизни, но и приобретает верных друзей, мужает, духовно и физически крепнет, закаляет характер, становится выносливым и дисциплинированным. Хотим уже на сегодняшний день ходатайствовать перед Министерством обороны и перед главкомом республики о продлении на 4-5 комиссий по указу президента, потому что наши студенты некоторые позже заканчивают предусмотренного. И мы должны всех дождаться. Всех дождемся, мы всех пригласим на комиссию, здоровых отправим в армию, а остальных лечиться или дадим отсрочки по болезни. Годность молодых людей к службе определяет республиканская призывная комиссия, где они проходят медицинский осмотр. Каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. Все специалисты находятся здесь, все кабинеты. На любой каприз мы отправляем на обследование бесплатно в республиканскую больницу. А кто здоров, он утверждается, и по командам здесь же он распределяется, и командиры их забирают. То же самое ТСП, это 23 статья, у кого тяжелое семейное положение, будет рассмотрено в районе. Если нет, здесь мы рассматриваем индивидуально каждого, если проблемы есть, и он является кормильцем семьи, мы его оставляем до того, пока состав семьи не изменится в лучшую сторону, и не будет других вариантов. Чтобы посмотреть, как проходит призыв и как устроена работа призывной комиссии, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа провел инспекцию. Есть определенные сложности, с которыми сталкиваются военкоматы, отметил Рауль Лолуа. Одна из таких немаленьких проблем – это здоровье. Да? То есть отмечается нашими комиссиями слабость ребят, которые идут служить. Вот. Это вот так немаловажно. Потом здесь не урегулирован вопрос взаимодействия между силовыми военными ведомствами. Да? Вот какого количества, куда будет направляться ребят на службу. Вот. Они отмечают уже эту проблему, наши военкомы. Да? Вот. Это тоже надо об этом думать. Ну и здесь я бы хотел еще отметить одну ситуацию, она немаловажна. Наверное, мы будем пересматривать срок службы. Да? Сегодня он составляет 15 месяцев. Скорее всего, мы вот для этого здесь находимся, посмотреть, как идет этот процесс. Скорее всего, он будет составлять 12 месяцев. Вот. Это вопрос будет обсуждаться в дальнейшем. Наша задача сделать так, чтобы служба в армии была качественная. Я не знаю ни одного в своей истории, чтобы те, которые отслужили в армии, получали какой-то негативный опыт. Это очень хорошая школа, и поэтому, конечно, очередной раз хочется призвать наших молодых ребят, чтобы они отслужили, отдали долг своему государству. Конечно, служба в армии – непростое испытание для молодых людей. Однако эту школу жизни должен пройти каждый мужчина, чтобы быть готовым защитить свою жизнь, семью и родину. После медкомиссии все новобранцы пройдут курс молодого бойца в учебном центре Минобороны, а уже после будут распределены по воинским частям и подразделениям. Лаура Капш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Ряды абхазской армии пополнились выпускниками Сухумского высшего общевойскового командного училища. В присутствии военного командования страны и близких родственников в торжественной обстановке 11 лейтенантам были вручены дипломы о высшем профессиональном гражданском, а также о среднем военном профессиональном образовании. О том, как прошла церемония, расскажет Шазина Ханагуа. В этом году Сухумское высшее общевойсковое командное училище окончили 11 человек. Для молодых офицеров этот день особенный и волнительный. В начале мероприятия военнослужащие возложили цветы к мемориалу славы. После состоялось торжественное вручение дипломов. Заместитель начальника управления кадров Министерства обороны Леон Ачба зачитал приказ министра о присвоении воинских званий военнослужащим, окончившим СВОКу. Дипломы выпускники получили из рук первого заместителя министра обороны Беслана Цвишба. Товарищ генерал-полковник, лейтенант Арба для получения диплома прибыл. Курсанты 4 года обучались военному делу. Илья Губа гордится тем, что стал выпускником этого училища. За 4 года обучения были получены знания, которые помогут в дальнейшем достойно нести службу в рядах абхазской армии, говорит молодой офицер. Довольно рад, что закончил училище. К этому стремились около 4 лет. Желание было работать в вооруженных силах, служить своей родине. И в остальном довольно престижное заведение учебное, в котором дают хорошее образование, хорошую дисциплину и воспитание. Все довольны, что я выбрал такую профессию, потому что гордость, что защищает твою родину, твой брат и так далее. Выпускниками СВОКу, как никто другой, сегодня гордятся их родные, которые пришли, чтобы разделить с ними важность момента. Сегодня с ГДУ я приехала с мамой, чтобы поддержать своего двоюродного брата и пожелать ему дальнейших успехов. После по сложившейся давней традиции выпускники СВОКу, сняв фуражки и преклонив колено, простились со знаменем училища. Товарищ генерал-полковник, личному составу выпускного курса нагрудные знаки диплома вручены. Начальник училища майор Нинов. Поздравляю вас с успешным завершением училища. Ура! 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 Звучат напутственные слова от руководства СВОКу и Минобороны. Поздравительный адрес от имени руководства Министерства обороны зачитал статс-секретарь Давид Бжаня. Вам есть чем гордиться. За время своего существования училище подготовило для войск более 500 офицеров. Многие из них отмечены высокими наградами. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и в вооруженных силах Республики Абхазия. Сегодня ваши предшественники, молодые офицеры, выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, с отличием несут веренную военную службу. Важно отметить, что в Сухумском высшем общевойсковом командном училище курсантов обучают по методикам и стандартам российских военных училищ. В 2005 году училище было преобразовано постановлением Кабинета министров как высшее учебное заведение по стандартам российских вузов. С двухгодичного курса обучения перешли на 4-годичный курс обучения. Наши выпускники после окончания нашего учебного заведения им присваивается первичное воинское звание лейтенанта, также диплом государственного образца по квалификации менеджер по управлению персоналом. Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны Республики Абхазия за поддержку, за оказание помощи в воспитании и молодых офицеров, и в целом за развитие нашего учебного заведения. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище уже идет набор абитуриентов. Прием документов проводится в военных комиссариатах по месту жительства до конца июня. Вступительные экзамены у нас проходят в первую очередь это физическая подготовка,
так как у нас войскоподготовка каждые полгода на летней сессии, зимней сессии проходит как экзамен. Есть другие ряды экзаменов, это вот математика, история Абхазии и, естественно, диктант, значит, письменный абхазский язык или русский язык. Абитуриент имеет возможность выбрать. Очень много абитуриентов приходят. Вот, на сегодняшний день вот мы выпустили 11 выпускников. Вот, в течение 4 лет, значит, их было достаточно много на первом курсе, но, к сожалению, на выпуске, значит, 4 года, сами видите, до 11 мы как-то так вот лучшие из лучших остались, скажем так. Затем, под звуки военного оркестра, молодые лейтенанты прошлись торжественным маршем и по традиции военных училищ бросили монеты в воздух на счастье. Сейчас выпускникам дается месяц на отдых, после чего они приступят к службе в силовых ведомствах страны. Шазина Ханагу, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение. Торжественный и особый день был и у курсантов Высшей школы милиции. Успешно окончившим процесс обучения присвоены первичные специальные звания среднего начальствующего состава. Младший лейтенант и лейтенант милиции. Первые офицерские погоны молодым коллегам вручил министр внутренних дел Роберт Киут. Все подробности в репортаже пресс-службы МВД. В Высшей школе милиции МВД Абхазии прошло торжественное мероприятие. Курсантам, успешно окончившим процесс обучения, присвоены первичные специальные звания среднего начальствующего состава, младший лейтенант и лейтенант милиции. Равняйсь! Смирно! Товарищ министр внутренних дел, личный состав Высшей школы милиции для присвоения званий выпускникам построен. Докладывает начальник Высшей школы милиции подполковник Бадильский. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаем, товарищ министр! Поздравляю вас с окончанием учебного процесса. Ура! 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 В торжественной обстановке первые офицерские погоны молодым коллегам вручил министр внутренних дел Роберт Киут. Вручение первых офицерских погон стоит в одном ряду с таким ритуалом, как принятие присяги, и запоминается на всю жизнь. Каждый офицер с первого дня своей службы призван охранять общественный порядок, защищать общество и государство от возможных преступных посягательств. Ведь милицейская служба не просто выбор определенного рода деятельности, но и смысл всей дальнейшей жизни. Обращаясь к выпускникам, Роберт Киут отметил, что именно им предстоит определять завтрашний день милиции Абхазии, обеспечивать законность и правопорядок в нашей стране. Пожелал успехов в службе и достижения всех жизненных планов. Я надеюсь, что каждый из вас в правильном порядке примет все полученные знания, будет с честью и достоинством нести высокое имя офицера Министерства внутренних дел. Так что желаю вам успехов, благополучия, мира и добра. Еще раз от всей души поздравляю. Наставники, преподаватели и родители выпускников пожелали юным служителям правопорядка дальнейшей успешной работы, личного счастья, мира и благополучия. Молодые офицеры получили дипломы учебного центра МВД Республики Абхазия. Это последний выпуск. Сегодня на базе учебного центра действует Высшая школа милиции Министерства внутренних дел, осуществляющая набор абитуриентов по очной 4-летней форме образования на бюджетной основе. После торжественной части мероприятия министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание по вопросам организации деятельности ведомственного учебного заведения. В совещании принял участие заместитель министра Беслан Чкадо, начальник управления по воспитательной работе полковник Стерлигов, начальник управления кадров МВД Абхазии Аляс Шинкуба. Начальник Высшей школы милиции Игорь Базильский доложил главе министерства о ведущих направлениях обучения курсантов, специфике прохождения учебной практики, позволяющей определиться будущим выпускникам с выбором профильной специализации. Роберт Киут определил первостепенные задачи в части образовательного процесса, строевой и боевой подготовки, воспитания курсантов Высшей школы милиции, отметив профессионализм наставников и педагогов. Министр ознакомился с инфраструктурой и историей учебного заведения. Высшая школа милиции МВД Абхазии имени Героя Абхазии Смыр Виталия Хазаратовича создана на базе учебного центра МВД и ранее Сухумской средней специальной школы милиции, открытой в 1998 году. Сегодня это ведущий учебный и методический центр по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба поздравил медиков Абхазии с предстоящим профессиональным праздником Днем медицинского работника. 15 медиков награждены ведомственными медалями «Отличник здравоохранения» и за заслуги перед отечественным здравоохранением. Также от профсоюза работников здравоохранения все медучреждения республики получили почетные грамоты и памятные подарки. Мы люди в белых халатах, видим, какие вызовы во всем мире, какую нагрузку все несет медицинское сообщество. Время по борьбе с ковидом показало, насколько медики должны быть мобилизованы, насколько большая нагрузка ложится на плечи медицинских работников, врачей, медицинских сестер, санитарок, всего медицинского сообщества. Хочу поблагодарить вас за ваш труд. Сегодня разные вызовы есть в мире. Никто не знает, какой придет вирус, допустим, да, или какой другой вызов будет. Но медицинское сообщество всегда будет стоять на страже здоровья населения. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что вы в ежедневном формате стоите и помогаете, кто в операционной, кто рядом, кто административно. Просто хочу вам сказать человеческое спасибо. Будьте здоровы. В Сухуми прошла акция «Чистый город», которую инициировала столичная администрация. Начальникам управ администрации столицы было поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать домовладельцам провести санитарную уборку закрепленных за ними территорий. О том, как прошла акция, в материале пресс-службы администрации города. Акция «Чистый город» стала уже ежегодной. Администрация Сухума взяла шефство над фуникулером. Сотрудники всех отделов во главе с мэром поднялись на Сухумскую гору, чтобы провести уборку. Физической работы оказалось много, но никто не уклонялся. Каждый на своем участке, закрепленном за ним, наводил чистоту и порядок. Сегодня администрация города Сухум провела акцию «Чистый город». Не зря в 1950 году Мосгордума наградила город Сухум башенными часами за чистый город. Давайте также продолжим поддерживать чистоту в нашем городе. И на сегодняшний день проблема, конечно, стоит острая. Сегодня каждый принял участие, все организации вышли, поддержали администрацию города Сухум. Студенты Абхазского госуниверситета также приняли участие в акции «Чистый город». Первокурсница Миранда Лагула выразила надежду, что их с однокурсниками труд будут ценить последующие посетители Сухумской горы. Мы вот покосили, и мы вот подметаем, граблями собираем в кучу, и потом в мешок и в мусор. Дома работаем, но не настолько физически, как здесь. Но здесь больше усилий нужно. Все-таки трава, грязь, листья, все. Первое впечатление было ужасным, что он очень грязный, хотя настолько красивые виды здесь. После нашей уборки я надеюсь, что люди перестанут мусорить. Все-таки мы постарались, почистили и должны сохранять чистоту в городе. Глава Сухума Бесланешба, который вместе с заместителями с утра принимал участие в субботнике, был доволен сотрудниками и объемом выполненных работ. По его словам, администрация столицы закрепит отдел, который и в дальнейшем будет курировать и следить за чистотой и порядком на данной территории. Наше профильное предприятие «Моблагоустройство» занимается стандартно по тем объектам, которыми приводят порядок: парки, сады, скверы. Администрация города решила взять шефство над горой фуникулер в том плане, чтобы это уже не первый раз приводить порядок, чистоту, потому что не хватает сил и возможностей так, чтобы постоянно поддерживать. Никогда не было, чтобы за фуникулером была какая-то, я имею в виду послевоенное время, какое-то отдельное подразделение, что приводило в порядок и следили за чистотой. После того, как мы закончим ремонтно-восстановительные работы от самой горы, Верховья до низу, до колоннады, мы обязательно, отдельный отдел будет заниматься только фуникулером и поддерживать чистоту, что мы приличные средства тратим на ремонтно-восстановительные работы, там и фонтан, знаете, и колоннада, и верхняя площадка частично отработана. Поэтому стараемся показать пример, чтобы сами люди, жители тоже относились немножко бережно к природе, к чистоте, к порядку. Вот собственным примером. На акцию «Чистый город» вышли и сотрудники министерств, Госкомитета по спорту, преподаватели школ. По словам сотрудника МИД Гиви Хурхумал, поддержать акцию и помочь коммунальщикам благородно и полезно. Вы видите различный возраст участников субботника. Это и в преддверии, по сути, 30-летия Дня Победы, в преддверии летнего курортного сезона. И вообще это отношение к своей родине. Чистоплотность проявляется, культура проявляется, люди общаются.
И каждый из нас после проведения соответствующего мероприятия готов приступить к своим обязанностям и готовы почаще поддерживать соответствующие инициативы. Начальник управы номер 5 Эдуард Хашба рассказал, что в новом районе также провели акцию «Чистый город». Новый район – это всегда, как говорится, поддерживает такого рода мероприятия. Район большой, густонаселенный. Вы знаете, и проблем тоже хватает. Поэтому с силами одних коммунальных служб порой бывает очень трудно справиться. И без поддержки жителей это просто фактически невозможно. Жители тоже проявили активность, солидарность, несмотря на то, что рабочий день. Во многих дворах люди вышли, кому-то мы помогли инвентарем, кому-то приобрели краски там, для покраски лавочек, бордюров, чего-то другого. Люди обращались, в частности, вот с массива были просьбы, которые мы удовлетворили, и люди с удовольствием, можно сказать, приняли в этом участие. Также вышли сотрудники и дети, несмотря на то, что каникулы, экзамены, сотрудники и дети школ номер 5 и номер 15, детских садов на новом районе непосредственно. Что касается управы номер 5, наша зона ответственности была вот напротив лежащий парк. Департамент ЖКХ, который был ответственным за организацию акции, обеспечил всех нужным инвентарем и транспортом для вывоза собранного мусора. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 17 и 18 июня на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, туман, гроза. Умеренный 2,7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду ветер. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 21-26. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.